прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Салам алейкум. Чем запомнится четверг, 8 мая? Москва – грозный вектор развития. Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последний год. Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели двустороннюю рабочую встречу в Москве. Лидеры сверяют время. И очень приятно, что у нас есть возможность обменяться нашим опытом, потому что и чеченский народ, и народ Венесуэлы – это народ воинов. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсудил глава на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Гостеприимство по-чеченски. Турецкие звезды кинематографа стали гостями руководителя республики. Рамзан Кадыров принял участие в переговорах президента Владимира Путина и Николаса Мадуро. Обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества. Визит главы Венесуэлы приурочен к празднованию Дня Победы. По завершению официальных переговоров российский президент провел отдельную рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Глава доложил о текущем положении дел в Чеченской Республике. Репортаж Турпалали Тайсумова. Рамзан Кадыров в составе российской делегации принял участие в переговорах президентов России и Венесуэлы, которая состоялась в Московском Кремле. В ходе встречи Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание российский лидер уделил вопросам энергетики, здравоохранения, фармацевтики, транспорта и гуманитарных связей. Отдельно поднималась тема развития образовательных программ и обмена между странами. В свою очередь гость отметил высокий уровень взаимопонимания между государствами, выразив признательность за поддержку. По итогам переговоров стороны подписали межгосударственные соглашения о стратегическом партнерстве на долгосрочную перспективу. Тем временем Рамзан Кадыров отметил на вопросы федеральных журналистов о том, сколько продержатся представители киевского режима. Как считаете, сколько этим шайтанам в Киеве осталось времени? Месяц-два? Недолго, да. Это Всевышний знает сколько. Недолго там. Вы видите, да, чем занимаются. Они преступники, террористы, да. Террористам надо закончить, как мы закончили в свое время в Чеченской Республике. Но Зеленский останется жить или не совсем жить? Если меня спросить, то его лучше не быть. После переговоров с Венесуэлой Владимир Путин провел личную встречу с главой Чеченской Республики. Рамзан Кадыров в своем докладе рассказал о росте экономических направлений и рекордно низком уровне безработицы на территории субъекта. Десятки тысяч бойцов из Чеченской Республики эффективно отстаивают честь страны, ведя борьбу против укронацистов. Рамзан Ахматович, добрый день. Прошу вас. Я попрошу вас зайти, имея в виду, что вы принимаете участие в протокольных мероприятиях, во встречах с нашими иностранными гостями. Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике. Как дела, Рамзан? Уважаемый Владимирович, спасибо вам за то, что вы нашли для нас время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо, с ростом экономических показателей выросло на 32%, промышленное производство на 47% вырос, объем строительных работ сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров. Это, наверное, один из рекордов тоже. Да? Ну, можно сказать. В прошлом году был да, в прошлом первое место было. Сегодня тоже. Регион с каждым годом становится привлекательным для инвесторов. Реализуется 600 инвестпроектов на 108 миллиардов рублей, которые позволят создать почти 10 тысяч рабочих мест. Здесь хочу отметить, что уровень безработицы снизился до 4%. Я вам обещал 5%, 3% снизили. Владимир Владимирович, как вы знаете, мы большое внимание уделяем участию в СВО. Всего с начала спецоперации в зону отправились 55,5 тысяч бойцов, их в числе 21 600 добровольцев. На данный момент в зоне находится более 11 тысяч бойцов с числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназ Ахмат и сводный отряд МВД по Чеченской Республике. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова регулярно отправляет освобожденные территории гуманитарные грузы для мирных жителей. Всего отправлено более 27 тысяч тонн.
Мы также уделяем особое внимание программе поддержки семей участников СВО. Владимир Владимирович, в прошлом году вы посетили нашу республику, сами увидели, насколько она изменилась и что нам удалось достичь вашей помощи. Спасибо вам большое. Владимир Путин вспомнил свои поездки в Чеченскую республику. В Российском университете спецназа, носящего его имя, как отметил верховный главнокомандующий, условия по подготовке солдат очень качественные, а подразделения эффективно проявляют себя, выполняя возложенные задачи. Вы знаете, я тоже вспоминаю эту рабочую поездку. И чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидные вещи. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом. Здорово. Что касается ребят ваших, то я был и в центре подготовки, который вы создали там в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку, высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют. До сих пор практически ежедневно мне, как вы знаете, начальник Генштаба докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, Ахмат, ну и не только Ахмат, у вас ведь проходят и ребята из других регионов и воюют блестяще. Касаемо достижений в строительстве и экономике, президент также выразил восхищение. Особенно с его слов был впечатлен построенными религиозными святынями и богословами, которые трудятся там. А что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что чеченский народ может этим гордиться. Так же, как мы все гордимся. Это здорово. Я посмотрел на эту мечеть замечательную, которую вы построили по вашей инициативе, она была создана. Не знаю, это просто произведение искусства. И уверен, что люди с удовольствием посещают мечеть. И я посмотрел, что за люди у вас там трудятся, служат и Господу, и служат людям. Замечательные проповедники, очень грамотные, современные люди, такие вот духовные в полном смысле этого слова. Ну, я уверен, что вы документы приготовили. Сейчас давайте рассмотрим. Спасибо, Владимир Ильич. Оценку мы не подведем вас. В ходе подготовки к участию к СВО Росспецназ проводит интенсивную работу с добровольцами. Их готовят лучшие инструктора, прошедшие огневые точки, а общественный фонд с первых дней поддерживает, предоставляя амуницию, вооружение и продовольственную помощь. Эти добровольцы, эти военнослужащие, все практически прошли подготовку на Российском университете спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Это огромная цифра, это огромная работа. С этой работой мы и не справились бы, если бы нас не поддержали бы, если бы нам не помогал бы наш глава республики Рамзан Ахматович, генерал-полковник. Все, что необходимо для подготовки и добровольцев, и военнослужащих, которые участвуют в зону СВО, нам очень сильно и хорошо помогает наш куратор Адам Рамзанович. И всегда мы с ними на связи. Он сам спрашивает и сам контролирует ход подготовки, ход занятий и с добровольцами, и с военнослужащими. Военнослужащие у нас есть с Минобороны, есть и Росгвардия, есть и сводные отряды. Снижение безработицы стало результатом создания огромного количества рабочих мест. Это машиностроительные предприятия, пищевая промышленность и многое другое. 80% в регионе, 4% безработицы. То, что хочется, тех хочется, безработица, а я их удален, а мы со регионские, мы в центре города, вот я строительный белошбу, так отцу еще белометкшу, так как Министерство здравоохранения орден хавельшу, новый объект чего здравоохранения хавельшу, образование хавельшу, даже мне тут халячи гроши уже около 500 рабочих метків, а еще белометкшу бандоша, а в республике демонстрировали в республике Экшу, Талушу, Кацу, Белометкшу, Болгавичнахбу. Регион за короткий период стал инвестиционно привлекательной площадкой для российского и зарубежного бизнеса. При их непосредственном участии строятся жилищные комплексы, заводы, разрабатываются новые направления предпринимательства. Одним из крупных предприятий сегодня является Чечен-Авто, Чечен-Цемент, Ист-Казбек, Гросстройки, Рама и так далее.
Также сегодня планируется в регионе реализовать крупные проекты. Это и завод по производству лакокрасочных изделий. Проект рассчитан реализовать в Грозном, где стоимость проекта около 2 миллиардов. А также планируется реализовать завод по производству азотных удобрений. Общая стоимость проекта более 200 миллиардов, где будут созданы более 600 рабочих мест. По инвестициям в основной капитал и показателям промышленности регион лучший среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа и находится в лидирующем списке в целом по стране. Если мы посмотрим сегодня на статистические показатели, отдельно если брать экономические показатели, то по ряду всех показателей мы сегодня демонстрируем и показываем положительную динамику. Это и объем инвестиций в основной капитал, и объем промышленности, сельского хозяйства. И по всем остальным направлениям мы сегодня демонстрируем положительную динамику. Отдельно хотелось бы отметить и национальный рейтинг инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, где тоже мы сегодня в лидерах по СКФО и входим в десятку лучших регионов Российской Федерации. Религиозное направление также развито очень хорошо, и все благодаря поддержке федерального руководства. А началось все с пути, заложенным Ахматом Хаджи Кадыровым. رسي بتشعصة وشقيته خز قلم خلا ويا قيدو قدال خاصة ما بيشحال وين بوق يحكم بو تانا وين نقطة شو خز قيم مش مسوى ورمله направление وين حلوة قيم مش كعسويولش وصيبا نقطة شو خزلوش تالوش بيركتي خلشة دين أوان كار وآخر أوان كار دعبيوش خز بول بو قينز وين بيوش بوش بول هر خز قيم مش هر بيرجع بلخشة الحمد لله خاستم شكر دالدو شقيوش دال خاستم بوي هر أعمد حاج دال غزو قبول دال سنة نيق خزخل بوش بول قيام بقير وين بوق يحكم بو ويزخل وش دال شقية تمسان عال شوال ويميخ دا ويباتش رمز حاج وين بوق يحكم بولشا بيركتي ولشا ناخ هيقع يوكش دنيا مشع بوش بول دوقا ناخ هيقع يوكشا ديالي عليه الصلاة والسلام أمة يعملوه باتشا قاعد داح إرسيع شو إيش باتشا والبوش نا خيجا يوكش باتشا هو خاصم جو ببيز وقبل خم جو ببيز رسي باتشا هو دين أوان كحارة إلدوش تلدشنش إشرا وينا الحمد لله دال خاصم بوجو أق ميخل دشنش تو هنا الشيء عباش بوش بل ما خاد بر أق إذا يحكم بوش بو دين أوان كحارة بوش بالقيام إشرا الحمد لله دال خاصم بوي يقيم شوي قبلور باتسر قمصوا غدا شوي باتش عن رمضان حجوات سعري ودين غداش قرآن غوانشي والش دين غوانشي والشا ديك باتش عوقوي ويزغل وش داليك نسبي قنبيل. Эта встреча вновь показала высокий уровень развития субъекта, который продолжает делать свои успешные шаги по всем ключевым направлениям. Торпа Лолита Исумов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В конце встречи, комментируя последнее рассуждение в интернете, Владимир Путин процитировал известные слова Марка Твена. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», добавив, что предстоит еще много работы во благо страны. После Рамзан Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В ходе беседы политики затронули полный спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделили экономическому блоку. Обсуждались перспективы привлечения инвестиций и дальнейшее укрепление торгово-экономических связей. Не менее важной темой стал обмен опытом в различных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили важность регулярного диалога и развития практического сотрудничества. Мы рады видеть вас. Estamos encantados de verle. Смотрели, как вы проводили встречи. Vimos la reunión con el señor presidente. Министр транспорта, министр иностранных дел, министр связи и министр, отвечающий за аппарат президента. И, конечно, наш уважаемый посол здесь, в Российской Федерации. Посол ваш самый хороший. El embajador es mejor, su embajador es mejor. Bueno, me alegra mucho saludarlos a todos, conocerte. Мне очень приятно вас приветствовать, познакомиться с вами лично. И очень приятно, что у нас есть возможность обменяться нашим опытом, потому что и чеченский народ, и народ Венесуэлы – это народ воинов. Да, именно. Поэтому я сказал, что я поклонник вашего. Мне нравится ваша политика, как
Америка хочет надавить, а как вы сопротивляете, но мне очень нравится, я не люблю руководство Америки. Мой помощник по международным вопросам, по инвестициям был у вас частным визитом, и некоторые вопросы нам были интересны, и поэтому мы попросили встретиться с вами, чтобы на государственном уровне обсудить этот вопрос. Помимо встречи с главой Венесуэлы, Рамзан Кадыров пообщался и с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской республики в России Хесусом Рафаэлом Саласаром Веласкесом. Этот разговор также охватил различные аспекты двусторонних отношений. Отдельно остановились на теме участия чеченских бойцов СВО. Дипломат выразил восхищение боевым духом и профессионализмом военнослужащих, высоко оценив их вклад в достижении целей спецопераций. Помощник по иностранным вопросам, по бизнесу. И господин Хасан посетил Центр производственных инвестиций в Венесуэле? Хасан посетил, да? Центр производственных инвестиций. Мы посетили, мы были с частным визитом, мы встречались с разными компаниями. Для Чечни наши двери уверены же страны. Gracias. Igualmente. Мы видим, как чеченские солдаты участвуют на фронте в конфликте. Я был военным, я сам военный человек. Ну, как воюют наши? ¿Y cómo usted cree cómo están luchando nuestras tropas? Самые лучшие. У них очень волевой дух и большое сердце. Звезды популярного турецкого сериала «Основание Осман» стали гостями Рамзана Кадырова. В дружеской и теплой атмосфере они провели время в приятном общении, делясь творческими планами. Гости также смогли насладиться национальными блюдами. Репортаж Медины Мударовой. В очередной раз турецкие актеры, звезды популярного сериала «Основание Осман» посетили Чеченскую республику. У себя в гостях их радушно встретил глава региона Рамзан Кадыров. Какие люди. Салам алейкум. Салам алейкум. Попавший. Нормально, как ты? Вы на русском говорите? Selamun aleyküm. Selam aşkım. О, конечно, молодой еще, можно Айша. Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Hamdolsun. Ama ne dedi o? Yemek yok mu dedi? Ne diyor ya? Zayıflamışsın, yemek yok mu? Çok güzel. Mo, diku, уму. В теплой обстановке за традиционным чеченским столом состоялась и теплая беседа. Гости смогли попробовать традиционные блюда, в том числе и чечек-галнаш, которые, к слову, упоминались и в известном сериале. Беседа протекла в непринужденной обстановке. Ой, как будто я в фильме нахожусь. Я смотрел фильм дома, в котором ты участвуешь. Мне тесно жить. Буря сырмазом. Но belli вернуться сейчас. Интересно, длинный ваш. И он день gösterdi. Bizim bu serial çalmış. Serial da izliyormuş değil mi çok ağır. Mesela izliyormuş mu? Uyanıyor bu diyor. Evet, sevmişim başkan Cizgal'ın sahnesini. Cizgal'ın seviyor mu? Seri mi oluyor baba? Cizgal'ın da yer. Çok iyiydi. Bizim setteki Cizgal'ınca rağmen çok iyiydi. O plastik, o dekordu yani gerçekliydi. Gerçeğin nesini daha iyi olur. Bu arada kulağısam mezun da sarıyorum. Декорация баба. А затем Рамзан Кадыров продемонстрировал гостям своих знаменитых скакунов, неоднократных победителей международных соревнований. Актеры с интересом наблюдали за умениями жеребцов. Egzersiz. Hazırcım. Gece başlıyor. Gece başlıyor işte. Baştan mı? Ben çok sevdiğim bir yer. Давай.
Давай. О, молодец. Вместе они совершили прогулку. Глава региона показал друзьям местный зверинец, где Рамзана Кадырова слушались даже тигры. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. Рамзана Кадырова и турецких актеров связывают давние дружеские отношения. Они неоднократно приезжали в республику, и каждая встреча проходила тепло. Медина Мударова, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.